Общественная палата работает, и это заметно. Вот это реально заметно, потому что еще там, наверное, года 2 назад, ну, многие вообще не знали о том, что такая палата существует, и, оказывается, существует уже довольно давно. Ну, год работы в общественной палате оказался вроде бы очень продолжительным, да, потому что, ну, как-то мне показалось, что он какой-то неимоверно долгий. И в то же время очень много не успела сделать. Есть вещи, над которыми буду работать и вот в новом созыве. Там тоже по ЗРО, например, да, вот инициативная группа наша. Вот. Но я считаю, что самое главное, что мне удалось сделать за этот год, это я набралась опыта, потому что работала рядом все-таки с гениальными людьми. Та же Маргарита Михайловна, можно там что угодно о ней говорить, но она очень опытная, она вот, ну, у нее есть чему поучиться. Да? Вот Кулимова у нас, например. Да? Ну, это люди, у которых реально можно опыт перенимать. За время работы я узнала, например, что в Троицко-Печорском районе очень активный совет муниципальный, да, что большая редкость, потому что обычно советы, они такие немножко, ну, ни шатка, ни валка, там, что им сказали, в каком направлении работать, ну, так и идут. Очень удивлена была Троицко-Печорску, например, да, что, казалось бы, небольшая территория какая-то, вот, а люди работают очень активно. При этом, правда, получилось так, что я у них курирую строительство домов для переселенцев. Вот к своему стыду, наверное, к своей слабости я там была всего один раз, потому что все остальное время там просто не было дороги. И туда доехать просто невозможно. Ну вот сейчас немножко дорога, наверное, исправится, я приеду туда еще раз. Очень много обращений сейчас вообще приходит просто через социальные сети. И это целый шквал. У меня иногда бывает там по 30, по 40 сообщений просто в течение там 2 дней приходят именно как члену общественной палаты. Да? И причем пишут ведь даже другие там районы, к которым я отношения не имею. Вот. Поэтому палата работает, худо-бедно, там, может быть, мы не всегда успеваем все сделать. Да? Там, некоторые вещи, может быть, до конца не доводим. Может быть, не на те проблемы иногда обращаем внимание. Но, тем не менее, палата работает. Ну, я надеюсь, что с каждым годом она будет работать лучше. А для этого нам все-таки необходимо выработать какую-то структуру. Да? Вот то, о чем я сегодня говорила на нашем заседании. Я считаю, что это ненормально, когда мы меняем структуру там, каждые 7-8 месяцев или год, например. Мы как-то разговаривали с Маргаритой Михайловной. Она говорила о том, что вот, наверное, из всех сейчас более достойно это Киселева. Понятно, что мы там все достойные люди, да, там еще что-то, но у Галины Викторовны тоже огромный опыт. То есть она работала в приемной главы, поэтому она хорошо знает, как это должно работать. Ну, может быть, там кто-то есть более достойный на это место, но я, если честно, не увидела. Роман Койден очень активный человек, да, я иногда вот просто смотрю, там читаю, что он делает, я удивляюсь, откуда у него столько времени. Вот просто он везде. Он в Воркуте там какие-то вопросы решает, да, там у него еще... И при этом надо учитывать, что общественная палата, как и все остальное, это наше свободное время. Это не то, что вот мы там за это зарплату получаем, там 8 часов должны работать, и вроде бы как все. Это же свободное время. То есть это получается, что люди от семьи его отрывают, да, там, от детей, там, от жен, и вот тратят его вот на такие вещи. Ну, Дарья Шучалина, да, там, ну, посмотреть на ее ЖКХ. Вот по большому счету это проект, который вот тянет один человек сегодня. Понятно, что исполнительная дирекция ей очень сильно помогает, за что им огромное спасибо, но вот тем не менее. Тот же Евгений Анатольевич Вологин, как бы к нему ни относились, да, но он же тоже везде, вот посмотрите. Ну, понятно, там была своя специфика, наверное, предвыборная, но тем не менее. Пусть не очень много дел, но зато присутствие в медиапространстве просто грандиозное. Немножко удивило меня, что вот нас уже по комиссиям расписали. Да? То есть мы еще не определились сами-то для себя, что мы хотим. Тем более там еще, ладно, мы, кто уже работал в палате, а новички, которые пришли, они ведь еще по большому счету не понимают, что они хотят, да, там, где они там найдут себя, где не найдут. Ну, я думаю, что потом, наверное, можно будет поменять комиссию, да, и председателя, потому что вполне может случиться, что люди сами не будут справляться. У меня есть всегда хороший пример перед глазами. Это прошлый созыв общественной палаты, да, когда на заседании совета из 11 человек собрать кворум было просто нереально. Приезжали там
из Ухты, из Сосногорска приезжали. Местные, сыктывкарские, прийти на заседание совета просто не могли, потому что у них находились все время какие-то дела. Вот. Точно так же с комиссиями было. Но надеюсь, что вот сейчас, наверное, что-то поменяется. В крайнем случае, ну, люди научатся пользоваться скайпом, еще какими-то там вещами, и все-таки присутствовать, пусть и заочно, на советах, на комиссиях, потому что это не дело. Если ты идешь, берешь на себя такую нагрузку, то будь любезен выполнять. А если ты не в состоянии выполнять, ну тогда так и признайся. Я не могу, и все. Само создание штаба правозащиты проходило очень тяжело и мучительно. Я поняла в итоге, что каждый из нас настолько сейчас может быть бесправен, причем не просто там в каких-то там абстрактных вещах, а именно перед органами, которые должны нас защищать. Люди идут в прокуратуру, к примеру, как в последнюю инстанцию за помощью, а получают самую обычную отписку. Вот после этого возникает у них вопрос, куда дальше идти и что делать. Получается, что некуда идти, да? Вот, поэтому, в общем-то, ну, я подумала, что, наверное, вот создание такого штаба, оно будет очень актуально. Я уже встречалась с представителями общественных организаций, которые очень хорошо восприняли инициативу взять и оценить уровень работы правоохранительных органов, в частности, прокуратуры. У нас никто и никогда не оценивал эти органы. Никогда такого не было, ни в одном регионе. Вот так, чтобы, да. Мы провели опрос в соцсетях. Выяснилось, что, наверное, только 25% в принципе считают работу прокуратуры нормальной. Это разве правильно? Это неправильно. Но когда я попыталась вот донести до них, что вот, господа, кажется, не все гладко, мне ответили, что в социальных сетях опросы не считаются. Ну вот после этого родилась мысль. Ну тогда, раз так не считается, значит, мы пойдем вот другим путем. Будем собирать деньги, проводить социологические исследования и выяснять, как действительно население относится к работе прокуратуры и насколько эффективно этот орган сегодня работает, по мнению населения, опять же. Это пойдет на пользу не только, наверное, там, нам, общественникам, но и самой прокуратуре. Они посмотрят, где у них слабые места, поймут, чем народ недоволен, поймут. Если честно, не очень хочется связывать, да, что обыск в редакции произошел там, через несколько дней после того, как я сказала о том, что штаб правозащиты создается и что я иду в Госсовет. Связывать не очень хочется, но в принципе я не вижу сейчас других поводов для обыска. Ну вот реально не вижу. Кроме того, ну, сейчас журналисты программы «День», Ухтинского телевидения, они ходят на допросы к следователям в качестве свидетелей по делу О.В. Казарцева. Скажите, пожалуйста, вот журналист, что он может пояснить по делу Казарцева? Многие из них его даже только по телевизору видели, потому что есть у меня там новенькие, которые там никогда не видели, даже интервью не брали у него там, ну, хотя бы какая-то косвенная связь. Но сейчас они ходят к следователю, да, на допросы, в качестве свидетелей их привлекают. Понятно, что уголовное дело на Казарцева – это повод, да, вот для того, чтобы вызвать людей, узнать там, наверное, какую-то там, пытаются сейчас понять финансовую деятельность, да, там еще какие-то моменты, ну, только лишь с одной простой целью – накопать хоть что-то. Вот, видимо, копают. Отсюда и обыск, отсюда и допросы, отсюда и все остальное. Ну, в принципе, мне жаль их время, потому что если бы они сказали, что они ищут, я бы им сама показала. Ну, мне нечего скрывать абсолютно. Изъятые ноутбуки, я же понимаю, как их изымали. Да? Закрыв жалюзи у меня в кабинете, взяли там ноутбук и якобы положили его в пакетик. Простите, а за этот период что на этом ноутбуке у меня появилось? Так же, как документы изымали из кабинета, да, при закрытых жалюзях. Ну, а что вы еще там изъяли? Ну, я очень надеюсь, что они то, что хотели найти, что они нашли. Не вижу смысла вообще входить в партии, потому что партия – это очень такой неповоротливый какой-то там механизм, организм. Вот. И, как показывает практика, партии начинают работать только в период выборов. У меня характер немножко другой, склад другой. Я не могу вот сидеть там 3 года, ждать, а потом там в последние годы стартануть и давать быстренько что-то работать над чем-то. Нет, я не пойду ни от одной партии. Ну, пойду, естественно, по Ухте, я так предполагаю, потому что это мой город, я там живу, меня там знают. Самое главное, я знаю проблемы этого города, да. Поэтому, надеюсь, что много чего полезного сделаю, когда пройду в Государственный совет. А то, что я пройду, я не сомневаюсь. Вот. Поэтому, посмотрим, как получится. В принципе, еще целый год до этого.
Поэтому, если ничего не сошьют на меня, никакого уголовного дела не заведут на меня, то я надеюсь, что через год мы с вами встретимся в Государственном совете Республики Коми. Я всегда думала, что Ухта – это спокойный город. Можно ходить там по вечерам, да, как-то вот, беспроблемно. А сейчас оказывается, что у нас в городе есть организованная преступная группировка. И эта группировка очень опасная, потому что за связь с ней посадили Казарцева, экс-мэра, руководителя Ухты. А у нас, оказывается, есть финансист международного терроризма, господин Саядов. Я-то всегда думала, что это заслуженный там работник нефтяной отрасли, а оказывается, видите как. Вот представляете, да, два таких вообще просто вот мега-криминальных человека жили в нашем городе. Получается, по логике вещей, что жить в Ухте очень опасно. И я так думаю, что это еще не все, наверное, будут и дальше там какие-то разоблачения в нашем городе. Вот. Ну, а если серьезно и без юмора, то вот эти события, они на самом деле очень плохо сказываются на Ухте, потому что все замирает в такие моменты. А развития нет. А люди, которые хотят инвестировать в город, они лишний раз подумают, а вообще стоит ли? Да, потому что, смотри, там ОПГшник, там террорист какой-то, да, вообще там непонятно, что происходит. Есть ли смысл в этом? Ну, я надеюсь, что все-таки вот эта история закончится для Ухты, потому что это такой, знаете, вот бросок назад для города. Вместо развития мы получаем вот торможение самое настоящее. Мы же понимаем, что вот по этой схеме можно вообще на самом деле подтянуть любого под статью уголовную. Да? Берутся там небольшие экономические преступления, вот как в случае с Саядовым, да, вот есть экономическое преступление, за которое не сажают. Что нужно для того, чтобы посадили? Нужно взять и придумать страшную статью. Получился международный терроризм и подрывы устоя государства. Все, человек сидит в СИЗО, несмотря на то, что ему там 64 года, и у него там очередная химиотерапия только закончилась. Также Казарцев. Дача, да, мошенничество, и какой-то человек сказал, что Казарцев ему должен 7 миллионов 800 тысяч рублей. За это не сажают. Это спор хозяйствующих субъектов. Что у нас появляется? У нас появляется ОПГ. Все, тебя взяли, закрыли, ты сидишь в СИЗО. И вот точно так же по такой схеме можно отработать в принципе каждого. Поэтому жить в такой период это всегда страшно. И вкладывать деньги в город, да, в такой период тоже страшно, потому что эти деньги реально можешь потерять. Бизнесмены, они же все просчитывают. Поэтому для Ухты сейчас большой минус. Поэтому надо просто прекратить вот эти вот свои внутренние личные разборки, да, и сделать так, чтобы вопросы все-таки, если люди виноваты, то судите и доказывайте, вернее, в суде, и потом судите их за то, что они сделали, а не просто так вот за какие-то непонятные вещи. Вот закон, он одинаков для всех должен быть, а не так вот, что к этому мы вот такую меру будем применять, а к этому другую. Перед законом все равны. Вот и надо, чтобы мы жили по этой схеме. Перед законом все равны. И вот когда это начнет работать, тогда, надеюсь, тогда все-таки в Ухте более-менее что-то начнет стабилизироваться, и как-то мы начнем все-таки развиваться. Потому что то, что сейчас происходит, я вас уверяю, жителям Ухты не очень нравится. Мы и так себя чувствуем на фоне Сыктывкара так слегка обиженными, да, потому что, вы развиваетесь, у вас строительство идет, посмотрите, там вот проедетесь, у вас просто дома строятся жилые, да, там один за одним. А у нас за последний год построили один дом. Это как? Мы же промышленная столица Республики Коми при этом.